Группа американских юристов, представляющих правительство Восточного Туркестана в изгнании и Движение народного пробуждения Восточного Туркестана, обратилась в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование в отношении китайских чиновников. В петиции, поданной в Гаагский суд, запрашивается проведение расследования в отношении высокопоставленных руководителей Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане, включая Си Цзиньпиня, в связи с геноцидом и преступлениями, совершенными против уйгуров и других тюрков. Юристы во главе с британским адвокатом Родни Диксоном потребовали наказания для китайских политиков, замешанных в массовых убийствах, строительстве концентрационных лагерей, пытках, похищениях, принудительном контроле над рождаемостью и стерилизацией, разлучении детей с родителями и передаче в государственные детские дома и школы-интернаты, запрете уйгурского и других тюркских языков, слежке, уничтожении религии, репрессиях и торговле органами. Во время еженедельной пресс-конференции глава партии Геlecek Ахмед Давутоглу коснулся вопросов внешней политики Турции и преследования уйгуров со стороны Коммунистической партии Китая. Отметив, что парламент Турции должен обозначить свою позицию по вопросу концентрационных лагерей, геноцида, дискриминации и других преступлений китайских властей в отношении уйгуров и других тюрков, Давутоглу обратился к правительству следующими словами. Что мешает президенту сказать, что Китай совершает преступления против человечества, построив концентрационные лагеря? Что мешает министру иностранных дел позвонить китайскому послу и потребовать ответа за преступления против уйгуров? Почему мы не призываем Организацию исламского сотрудничества и другие международные объединения провести собрание по данному вопросу? Почему правительство не отправляет специальную делегацию в Восточный Туркестан для изучения ситуации на месте? Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что меры против Китая будут очень строгими, сообщает информационное агентство Bloomberg. Помпео отметил, что в момент, когда отношения Белого дома с Китаем продолжают ухудшаться, введение санкций в отношении китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека в Восточном Туркестане, стало одним из неотложных вопросов в повестке дня правительства США. Уйгурский законопроект официально вступил в силу. Теперь Китай будет призван к ответу, заявил Помпео. В соответствии с законом о национальной безопасности, принятым Коммунистической партией Китая для Гонконга, полиции особого административного района были предоставлены новые полномочия, такие как обыск домов и вмешательство в деятельность интернет-провайдеров без разрешения суда, сообщил отдел связи с общественностью при администрации Гонконга. Полиция также сможет запретить людям выезд из города во время расследования и конфисковать доходы от продажи ценных бумаг, активов и недвижимости, которые прописаны в данном законе как преступление. В то время как мир борется с пандемией коронавируса, в Китае распространилась бубонная чума. Власти городского округа Баян-Нур на севере Китая в воскресенье 5 июля объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за пациента с симптомами бубонной чумы, который обратился за помощью в местную больницу. Местные власти предупреждают, что это заболевание передается от человека к человеку и призывают не охотиться и не есть животных, которые могут стать его переносчиками. В частности, такими являются грызуны, например, монгольские сурки. В округе Баян-Нур введен третий из 4 возможных уровней режима оповещения, при котором вопросы эпидемиологической безопасности граждан координируются на уровне местных властей. Жители района попросили немедленно сообщать местным властям в случае внезапного повышения температуры, подозрений чумы или обнаружения мертвых сурков. Бубонная чума, известная как черная смерть, в 90% случаев приводит к летальному исходу, если не начать лечение антибиотиками при появлении первых симптомов. Бубонная чума вызывает воспаление легких, одышку, головные боли и тяжелый кашель.